Сельскохозяйственная перепись пройдет с 1 по 30 августа этого года во всех регионах России, в том числе в Башкортостане. Обсудим предстоящее событие вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами Акрам Ганиев, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. Акрам Мухамедович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, когда в предыдущий раз проводилась сельскохозяйственная перепись и в чем ее отличие от предстоящей? Предыдущая сельскохозяйственная перепись проводилась в 2016 году. Она прошла в полном формате, по полной программе. В текущем году перепись называется микроперепись сельского хозяйства. Но отличие там небольшое. Переписываются домохозяйства в сельской местности, кроме городов и поселков городского типа. Сокращена программа обследования садоводческих товариществ и не обследуется подсобное хозяйство предприятий. Вот такое небольшое отличие, но тем не менее называется микроперепись. Ну, для простоты мы сегодня давайте будем называть полностью как сельскохозяйственная перепись. Но это связано, скорее всего, с пандемией коронавируса? Ну, в какой-то мере, да. Программа, в принципе, она разработана была еще несколько лет назад, еще до пандемии, но до последнего времени стоял вопрос о том, проводить сельскохозяйственную перепись или нет. Но, в конце концов, общество нуждается в актуальных данных, и вот в августе, с 1 по 30 августа, будет проводиться такая кампания. А вот вы сказали, общество нуждается в новых данных. Каким образом будет использована эта информация, да, и послужит базой для чего? Ну, на любом этапе развития общества необходимы актуальные обновленные данные. И, естественно, события, в том числе и в сельском хозяйстве, в сельской местности, социально-экономические процессы, они развиваются достаточно динамично, и, естественно, их надо время от времени обновлять. И этот опыт не только российский, он и во всем мире сельскохозяйственные переписи проводятся периодически. Акрам Мухамедович, в Башкортостане подлежат переписи более 800 сельскохозяйственных организаций, около 4000 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в ВПК. Кроме того, перепишут около 2400 некоммерческих объединений граждан, ну то есть садовых товариществ, да, и около 700 тысяч личных подсобных хозяйств. Каким образом эти люди будут информированы о том, что к ним придут? Ну, вот, в частности, сегодняшняя передача явится толчком для информирования населения. А так, вот большая часть объектов переписи – это хозяйство населения в сельской местности, и переписчики достаточно узнаваемые люди. Каждый переписчик будет за 30 дней, которые он посвятит именно обходу домохозяйств, около 480 в среднем хозяйств. То есть это, ну, такой средней величины деревня. Небольшая, в принципе, деревня. То есть эти, как правило, переписчики — это люди, именно проживающие в данном населенном пункте, или же, ну, узнаваемые во всяком случае. И они тоже могут быть пояснять. Но в то же время я хотел бы обратиться ко всем сельским жителям, что такая кампания, она будет проводиться, и если вот помните, и в 2016 году, и в 2006 году такая работа проводилась. Внешний вид переписчика, каким образом они будут выглядеть, да, имеют ли право те, кому они приходят, требовать от них документы, если да, то какие, и насколько долгой будет беседа с теми, к кому они придут? Да, действительно, люди, хотя физически узнаваемые, но на этот раз и экипировка достаточно яркая. Каждый переписчик будет иметь, ну, следующую атрибутику. Значит, бейсболку с эмблемой переписи, ну, все это зелено-салатного цвета, значит, жилет. Самое главное оружие переписчика — это планшетный компьютер. При этом будет удостоверение на груди у каждого переписчика. Оно действительно при предъявлении паспорта. И, конечно, в условиях пандемии тут предприняты все меры для того, чтобы защитить и переписчиков, и в первую очередь опрашиваемых лиц. Все они будут, значит, оснащены индивидуальным средством защиты. Это маска, также с эмблемой переписи населения,
такого же цвета, значит, перчатки и, значит, дезинфицирующие средства. То есть защита и населения, и переписчиков, она будет обеспечена. Как долго будет длиться беседа? Ну, зависит от размера домохозяйства, насколько оно, так скажем, имеет, скажем, величину там, земельных участков, разнообразие культур, которые выращиваются на участке, там, от разнообразия животных. Но бывает и так в сельской местности, что домохозяйство не имеет каких-либо посадок или же сельхозживотных чаще, да, тогда будет очень короткое посещение, там, в пределах 5 минут, чтобы заполнить общие сведения о домохозяйстве. А если, ну, среднее, так скажем, классическом понимании хозяйства, то, ну, от 20 минут и более. Нужно ли будет предоставлять какие-либо документы, либо это со слов опрашиваемых будет заполняться анкета? Вся практика проведения переписи, в том числе сельскохозяйственной, она основывается на том, что все записывается со слов, значит, опрашиваемых. То есть предъявление каких-либо документов, там, право на землю, там, или еще иные документы на владение там, каким-либо имуществом не предполагается. И, конечно же, мы всегда считаем, что наше население, оно достаточно ответственно относится к таким компаниям и надеемся на объективную информацию, которую предоставит. Но тут еще один момент есть. Естественно, иной раз возникают вопросы, и сейчас мы иногда сталкиваемся с тем, что вот вызывает опасения, что вот эта информация попадет, значит, в какие-то органы, потом, значит, возможно, какие-либо мероприятия, связанные с налогообложением и так далее. Эти опасения необходимо сразу же отсечь. Вся информация, она будет использоваться только в обобщенном виде, ни в какие другие организации, органы, структуры вот данная первичная информация, она не представляется. И по опыту проведения многих таких больших кампаний я могу сказать, что в органах статистики Росстата еще ни разу не было случая, чтобы какая-либо информация, ну, ушла какие-то, ну, произошла утечка информации. Такого случая никогда не было. Да и технологии обработки гарантируют, что этого не произойдет ни в коем случае. Акрам Мухамедович, каким образом будет обеспечиваться безопасность переписчиков? Безопасность переписчиков обеспечена тем, что мы имеем возможность прослеживать их маршруты, их движения. Конечно же, органы внутренних дел оповещены о предстоящей работе. Ну и в первую очередь мы надеемся, что и население будет очень доброжелательно относиться к нашим сотрудникам. Ну, они как бы временно нанятые люди, работают буквально на днях, приступают к учебе, с 29 числа обучение в течение 3 дней и получение инвентаря, получение, значит, экипировки, ознакомление со своим участком, и дальше уже с воскресенья они пойдут, как бы выйдут на работу на места. Сама анкета непосредственно, какие вопросы она включает в себя? Анкета, она не такая сложная, достаточно простая. Значит, общая характеристика домохозяйства, сколько человек проживает, сколько, значит, характеристика земельного участка, в том числе паевые земли, сколько, если они оформлены, да, находящиеся в аренде, сколько из них используется для производства продукции растениеводства, сенокошения. Ну и далее, значит, по видам культур, это и овощи, и фрукты, ну и какие бывают в хозяйстве насаждения, все они должны быть как бы отражены. В целом единицы измерения в квадратных метрах. Ну и поголовье скота и птицы по видам. Также все виды сельхозживотных и птицы отражаются в единицах, то есть сколько голов той или иной, значит,
животных имеется в домохозяйстве. Я еще раз подчеркиваю, что здесь ничего такого не преследуется, кроме того, чтобы значит, общество должно знать, чем располагает. Акрам Мухамедович, когда будут готовы первые результаты сельхозпереписи? Первые результаты, они предварительные, так называемые, общая характеристика, сколько человек, сколько домохозяйств переписано, сколько, значит, располагается в этих домохозяйствах населения. Они будут к концу года, текущего года, окончательные, значит, поэтапно в течение 2022 года, и уже последние итоги будут опубликованы к концу первого квартала 2023 года. И если коротко, очень интересно ваше мнение, все-таки вся статистика, она как раз в ваших руках. Мы знаем, что со стороны государства сейчас идут активные меры поддержки села, сельская ипотека, да, поддержка тех, кто работает, и учителей, и медиков, которые работают на селе. Вот на сегодня в Башкортостане можно ли сказать, что возрождается село, либо такой тенденции нет? И какие вот интересные с профессиональной точки зрения вот тенденции, может быть, ну вот думаете, вот вы будут? Ну, вы очень правильно подметили, что тут необходимость именно надежной информации, она всегда, значит, имеется. И вот даже вот приоритетный национальный проект развития АПК, он же тоже основывался именно на надежной информационной базе. И в последующем, естественно, и государственная поддержка, любые программы должны основываться, в том числе вот предстоящая работа, она даст очень богатый материал для того, чтобы готовить какие-либо прогнозы, возможные программы развития, в том числе сельской местности, сельского хозяйства, и поддержки, в том числе и личных подсобных хозяйств населения. Ведь вы замечаете, что вот и в этом секторе экономики происходят крупные изменения. То есть есть семьи, домохозяйства, которые уже специализируются на производстве какой-либо продукции. Кто-то имеет там десятки голов крупного рогатого скота или там даже сотни голов мелкого рогатого скота. Да? Кто-то занимается производством уже товарным, скажем, товарных масштабах овощами. И это, в общем-то, процесс все более и более динамично идет. И одновременно в той же сельской местности есть люди, которые как бы уже нет необходимости им заниматься таким выращиванием даже для поддержки, для внутреннего потребления, потому что они достаточно в других сферах имеют доходы и могут себе позволить покупать ту же продукцию, допустим, те же овощи, картофель и так далее. И эти процессы, они как бы, ну, все больше и больше углубляются. И, естественно, это особенно видно в последние годы. Вот те же люди, которые занимаются строительными делами, да, у них и нет времени, и, скажем, возможно, и нет необходимости заниматься личным подсобным хозяйством в таких масштабах. А кто-то чисто для себя, любительском, скажем, на любительском уровне, имея большие доходы, тем не менее, ведет небольшое хозяйство. Обязательно обсудим с вами предварительные итоги переписи. Спасибо большое, Акрам Мухамедович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Акрам Ганиев, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.